Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. А тема звучит так: о чем кричит его душа? То, что у него на сердце, на душе, что его мучит, что его беспокоит, то, что он свободно не может вам сказать, в силу разных обстоятельств. Да? У кого-то боится, у кого-то стесняется, да? Все мужчины разные. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его обязательно. Мысленно либо вслух к нему обратитесь и задайте ему этот вопрос. Так и спросите: мой милый, дорогой, о чем кричит твоя душа? О чем сердце кричит? Что ты мне не говоришь, не договариваешь? О чем ты не можешь мне сказать? Загадывайте, настраивайтесь. Я, в свою очередь, тоже попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Прям барашкой себя показал. Какой мужчина у вас честный. Показывает себя барашкой, глупенькой, самоуверенной, надменной, но в то же время беспомощной. Он себя очень сильно винит. Винит в том, что он как ничего не делал, либо ничего не сделал. Возможно, вы поссорились, возможно, ваши отношения, они как бы в паузу вошли, да? Не развиваются, он ничего не делает, не вкладывается в ваши отношения. И теперь он винит только лишь себя. Вот ему почему-то кажется, очень кажется, либо он практически в этом уверен, что вы от него отвернулись. Причем отвернулись раз и навсегда. Мне почему-то кажется, что вы поссорились. Поссорились, либо ваше отношение, оно сейчас максимально прохладное. То есть настолько все радикально поменялось, что вы, возможно, при встрече даже друг другу не улыбаетесь. Да, может быть, разговариваете сквозь зубы. Здесь именно для таких людей подойдет отсыпка. И также для людей, которые общаются в интернете, но опять же в последнее время что-то пошло не так. Здесь показано, что мужчина винит во всем себя, винит свою какую-то надменность, глупость, эгоизм и свое бездействие. Вот. И он такой: я ее потерял, да, я ее теряю. И виной всему я. То, что вот я такой глупый, то, что я такой баран упертый. Мужчина очень сильно переживает этот момент. Он сердцем и душой просто вот кричит: да, не уходи, не оставляй меня, я без тебя не смогу жить. Но сказать этого вам не может. Опять же, какой-то эгоизм идет. Даже не эгоизм, а скорее как нежелание упасть в грязь лицом. Как так я признаю, что я влюбился в женщину? Как так я признаю, что я без нее не смогу? И вот он именно так себя ощущает. То есть, казалось бы, да, что тут такого? Объяснись, скажи, что да, был неправ, заблуждался, я хочу все изменить, я хочу все исправить. И он такой: нет, я не могу этого сказать, это как ниже моего мужского достоинства. Возможно, он не привык к этому, возможно, он привык, наоборот, чтобы женщины сами на него цеплялись, прыгали, чтобы он женщинами крутил, водил, мутил, а с вами такое не прошло. Вы женщина другого уровня, да? Не такая, как все его бывшие. Хотя у кого-то еще отыграется, что есть какая-то женщина, возможно, это женщина, с кем он сейчас вместе находится. Вот она прям, знаете, вот такая липучая, приставучая, она прям проходу ему не дает. Но он ее не хочет, он хочет только вас. Сейчас у него адское настроение, он просто, вы знаете, похож на эту грозовую тучу, да, к нему вообще лучше не подходить, иначе пришибет этой своей молнией, огрызается на людей. Если он не свободен, то вот именно той, кто рядом, очень от него достается. Она просто бедная от него. Вот. Также он срывается на работе, на подчиненных,
на коллег, в принципе, на людей, рандомных людей на улице может сорваться, там, в магазине может на кассира сорваться, либо на каких-то покупателей. В общем, ведет себя безобразным образом. А все из-за того, что страдает по вам. Но опять же, он может прекратить свои страдания, если вам откроет правду, откроет, что он вас любит, откроет, что он без вас не может, что без вас он чахнет, что он пропадет без вас, что он вас признает, что он просит у вас прощения. Вот если бы он это сказал, да, все бы изменилось, вы бы его простили. Потому что у вас интерес к нему, он еще не угас. Может быть, да, есть обида, но интерес ваш не угас. Тем более вы такая женщина добрая, понимающая, вы можете простить. Но он почему-то молчит. Он выбрал такую тактику, просто тупо молчать. Вас это, кстати, тоже напрягает и раздражает. Вы вообще не понимаете, где он, что с ним, да, почему так себя ведет. Вам кажется, что он нарцисс. В принципе, вам не кажется. Наверное, оно так и есть. Возможно, ваше сердечко вам прям точно диагноз выдало, да? Нарцисс и кретин, который просто вот топит ваши отношения, топит вашу любовь, общую любовь на самом-то деле. Ведь вы от него чувствовали любовь. Пусть он не говорил об этом, но вы чувствовали, что он вас любит. Так же, как и вы его любите. Вам было вместе очень хорошо. Очень много тепла было между вами, очень много нежности. И даже у кого-то вот прям идет мне понимание друг друга без слов. Да, вы друг друга просто на интуитивном уровне читали, у вас мысли сходились. То есть это все признаки того, что вы пара, того, что вы две половинки. И того, что ваши чувства взаимны. Вот, интерес еще ваш не угас, но уже начинает немножечко блекнуть. Ну, потому что вы тоже гордая женщина, вы себя не на улице нашли. И я вижу, что у вас поклонников очень много, очень мужчин много вам симпатизируют. И вам только вот так пальцами щелкнуть, и любой мужчина будет рядом. Любой будет счастлив оказаться рядом. Тут можно очередь целую построить, причем такую, знаете, в 3 шеренги. И вы это знаете про себя, вы знаете, но видите, как не можете заставить себя не думать об этом загаданном мужчине. Не буду его бараном называть, хотя он сам себя так показал. Это же его мысли, да, это же его сердце, душа кричит, что он такой. У вас большой вопрос перед глазами, а у него как бы вопросов больше нет. Он четко видит себя в зеркале и видит себя именно бараном, упертым, противным, глупеньким бараном. Так он себя видит. Так, девушки, если вы терзаетесь ревностью, то это прям пустое, это очень пустое. А кто бы с ним ни находился, он ее кошмарит. Вот в прямом смысле слова. Она плачет от него, плачет постоянно. И если еще так дальше будет продолжаться, то, поверьте, она будет просто вот бежать куда подальше от него. Он сейчас максимально токсичный. То, что я его сравнила с грозовым облаком, так это ерунда. Он очень токсичный. Там радиус поражения, он очень большой. Да? С ним рядом вообще нельзя находиться. Ни мужчина, ни женщина не могут рядом находиться. Он прям брыжется желчью. Да? Вот ему плохо, пусть всем будет плохо. Но ему-то плохо из-за вас, а всем плохо из-за него получается. Тут даже друзья от него плачут. Говорят, ну блин, так нельзя, да, ну ты что, возьми себя в руки, ну как ты себя ведешь? Мы-то тут при чем? Ты ошибок наделал, зачем ты весь белый свет винишь? Иди исправляй. Вот смотрите, у него есть очень хороший друг, который все знает, который в курсе событий. И он его, ну, не то чтобы подстрекает, он ему подсказывает, да, иди поговори, то есть подгоняет к вам. А этот уперся как баран, и все, он сам себя не понимает. Вот рогами уперся в дверь там входную, и не выходит, понимаете? Я уже не говорю там про смс-ку, про телефон. Вообще невозможно. Как, знаете, и хочу, и не могу. Как будто бы человек со связанными, не знаю, руками, еще и кляп во рту, да, ничего сказать не может. И сам себе этого объяснить не может. То ли ваши отношения проверку проходят, то ли ваши отношения испортили. Вот как-то так мне идет. Ну, на ровном месте, на пустом месте так не бывает на самом деле. Тем более, еще раз говорю, душа-то все чувствует, все понимает. Бараном прорисовала мужчину. Может быть, кстати, вот эта дамочка, которая рядом, это она там пошаманила, да, для того, чтобы вам подгадить. А может быть, вас действительно могли поглазить. Да? Возможно, вы очень красивая пара, вы очень хорошо смотритесь вместе. Ну-ка, повспоминайте, вот когда вы последний раз были вместе,
Никто вам ничего такого не говорил, что вы там похожи друг на друга, вы очень красивые, что детки у вас красивые могут быть, либо вы там как единое целое смотритесь, да, одинаково говорите, да, вот как восхищался кто-то вами. Если с глаз, то достаточно просто сделать чистку. Если поделано, то тут, конечно, нужна больше работы, больше чисток, либо к специалисту обратиться. Ну да, ну тут мужчина как главная цель. Знаете, что мне еще кажется? Что вы сами по себе энергетически очень сильный человек. Да, возможно, вы тоже практикуете. И вас-то не так-то просто, да, взять с глазом, либо порчей. А мужчина у вас более слабенький тут вышел, более слабенький, да, поэтому на него именно все легло. Так, ну ладно, если вышло, значит все решаемо, значит все решится. Смотрите, вот здесь показан мост. Между вами, видите, мост, такая арочка. Вот она вы, вот он. А между вами какой-то клин. Понимаете? Вот почему я говорю, что может быть с глаз, либо какой-то негативчик на вас сделан. Ну, потому что вот он, клин между вами. Как ни крути, даже если вы очень сильно хотите, пока этот клин, вы к друг другу просто не можете приблизиться. Ну, не подойти, не подступиться друг к другу, да, этот клин не обойти, потому что вы на мосту находитесь. Вот с этим нужно вам разобраться. Ну-ка, я, наверное, карты возьму и посмотрю, с чем мы имеем дело, что это такое, что это за клин, почему он из этого мужчины сделал барана. Но женщина, вот она, липучая, видите, хоть он и баран, все равно она руки к нему тянет. Хоть она от него и плачет, но она прям... репешок просто, не женщина, а репешок. Не знаю, может, она себя не уважает, может, у нее такой низкий интеллект, низкая самооценка. Но в любовь такую я не верю. Такой любви не бывает. Это как выгоду, может быть, ищет. Она такая, типа, я буду терпеть все, лишь бы мне было выгодно, лишь бы он мне деньги давал. Запросто может быть. Сейчас мы проверим. Песок вроде подсказывает, но хотелось бы точнее, что это за клин между вами, что за клин. О, ну понятно. Сделала, женщина сделала, хитрая женщина себе его хочет. Здесь не с глаз, мои хорошие, можно расслабиться, но нужно напрячься, потому что здесь явно остуда была сделана на ваши отношения. Делала женщина. Женщина, которая хочет этого мужчину себе, причем она хочет с ним либо семью сохранить, либо в семье с ним быть. Да? Может быть, она ему еще и не жена, но очень сильно этого хочет. Ну-ка, что у вас тут получится? Трудно будет. О, ну смотрите, будет трудно, конечно, этот клин выбить, но у вас все получится, солнце взойдет. Ночь сменится на светлый день. Боли, трудности уйдут. Свет, тепло, радость придут. Так что не переживайте. Ну-ка, давайте еще посмотрим один момент. Ой, как же ему сложно до вас добраться. Вот прям, знаете, запуталась дорога, перекресток. Тут мужчина просто вот как в темноте блукает. Вы знаете, несмотря на все его желания, видно, эта остуда настолько мощно действует на него, что он прям не видит дорогу к вам. Почему-то ему кажется, что если он к вам там придет, расскажет, то вы ему не поверите, что вы вообще смеяться будете, что вы там всем подружкам будете рассказывать, какой он кретин, да, потому что карта общения, карта сад. Как-то, знаете, и хочу, и не могу, и хочется, и колется, и все, страдаю, погибаю. Да, спасайте меня, семеро. Время, нужно время, девочки. Там его ядом отравили, да, и нужно немножко времени, чтобы ситуация изменилась, чтобы он к вам пришел, к вам дом придет. Это следующий месяц мне идет. Следующий месяц. Ну, в принципе, да. Что у нас 29 число, тут осталось совсем ничего, да. Дайте ему время прийти в себя и что-то делайте с этим клином. Это можно снять, это нужно снять. Вот, а мужчина придет, все-таки придет. Он без вас не может, он вас любит. Очень любит. Хоть и дурашка, но любит.
Смотрите, почему на него так сработало? Потому что он сам по себе такой человек нестабильный. Плюс эгоист, плюс нарцисс, плюс самоуверенный, плюс не любит поражений, да. И на него это прям максимально легло. А на вас не очень, вас так чуть-чуть задело, да, вы там больше на него обижаться стали, больше нетерпимее стали, но так, чтобы прям выявить чувства, нет, нет, этого нет. Так, мои хорошие, подытожим. Мужчина сам себе не рад тому, что он всю эту историю закрутил. Вы как бы на него сильно не обижались, но все равно интерес не угас. Вижу, что с той сложностью, да, с этим клином вы точно справитесь. Вдвоем, кстати, справитесь. Но потому что если сильная любовь, то какой бы ни была сильная порча, да, все равно это не будет работать на 100%. Любовь всегда сильнее. Зло конечно, добро вечно. А любовь — это и есть добро. Вот, так что это дело времени, это уйдет. Ждите его в следующем месяце. Причем где-то вот не в первых числах, а чуть попозже, там где-нибудь там числа 10, 12, вот в тех числах ждите. Вот, потому что он должен отстрадать, выплакать эту свою порчу, да, остуду эту всю выплакать. Страдает он, конечно, люто, сильно страдает этот мужчина. Вот, ему сейчас действительно нужно побыть одному. Вам же, мои хорошие девочки, занимайтесь своими делами и, пожалуйста, не провоцируйте его на ревность. У кого-то из вас прям есть такой планчик, да, спровоцировать на ревность, какие-то фоточки выставить, либо с каким-то мужчиной там пофлиртовать. Ни в коем случае этого не делайте, иначе вы против себя это сделаете. Это будет непоправимой ошибкой, потом будете жалеть. Лучше не делайте, лучше дождитесь. Дождитесь, и когда он появится, дайте ему возможность объясниться, дайте ему возможность высказаться и не будьте отстраненной. Вот, если он вам нужен, покажите ему это, дайте ему тепла, дайте ему немножко любви, ласки ему дайте, все у вас будет хорошо, все замечательно. Он переболеет, и мужчина будет меняться. Мне прям показано, что он будет меняться. Он, как знаете, он оперится, крылья вырастут, в птицу превратится. Сейчас он баран, станет птицей. Знаете, птицей гораздо лучше быть, чем бараном. Так что дайте ему время трансформироваться. Все у вас будет замечательно. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.